10 лет я проработал беззаботно, порхая по сцене в свои юношеские годы. А потом, следующие 10 лет я боялся, вот каждый день я думал, что я буду делать дальше. Случилось нечто страшнее, чем завершение карьеры. Да, да, я понял, насколько все действительно относительно. Но искусство также передает и вшивает какую-то информацию, да, Да. рассказывает о чем-то. У меня такое ощущение, что я его откуда-то достаю из какого-то космоса. Мне кажется, что он уже существует, мне просто его нужно достать и показать зрителю. Получится у меня это, не получится, я не знал. Как быстро вас отпускают ваши роли? Вот это очень опасно. Он должен думать головой и все время через мозг пропускать информацию в тело и уже телом передавать эту информацию зрителю. Весь мир должен объединяться вокруг искусства, и искусство должно объединять нас всех. Олег, добрый день. Очень рада вас видеть. Да, здравствуйте. Мне также очень приятно оказаться в этой студии, иметь такую честь, что меня приглашают, мной интересуются и интересуются моим творчеством. Это всегда приятно. Олег Марков родился 9 октября 1980 года в Ленинграде. В 1998 году окончил Академию русского балета имени Вагановой. С 1998 года ведущий солист балета Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. С 2020 года в том же театре начал преподавательскую деятельность в качестве педагога-репетитора. Лауреат премии «Золотой софит». За время работы в театре исполнил следующие партии: «Дон Кихот», «Командор» в спектакле «Дон Жуан» или «Страсти по Мольеру», Каренина в спектакле «Анна Каренина», Тригорин в спектакле «Чайка», генерал в «Евгении Онегине», Иван Карамазов, Федор Павлович Карамазов в спектакле «По ту сторону греха», «Старик», «Реквием», Чайковский и другие. Совместно с Национальным театром танца Якутии готовит балет «Ситим». В основе сюжета бессмертный якутский эпос «Аланхо» – легенды и сказания якутского народа. Вы сейчас работаете над большим серьезным проектом. Будет представлено якутской публике ваше произведение, ваша авторская работа. Как идет работа с материалом? Сейчас уже на данный момент работа подходит к своему большому финалу. Мы вышли уже на финишную прямую. Хореография уже поставлена, костюмы практически все сшиты. Свет мы уже дописываем. Работал очень увлекательно, очень интересно. И для меня, конечно, как в первую очередь для хореографа, самый важный элемент, естественно, это артисты. Артисты меня полностью удовлетворяют своей восприимчивостью, своей творческой натурой, своим посылом творческим, как они меня воспринимают, как они слушают, как они запоминают материал. Это все просто на высшем уровне. Мне передали, да, что вы в восторге от наших артистов еще тогда, когда они вышли на сцену Санкт-Петербурга, да, вы пошли на спектакль, посмотрели, и тогда вот зародилась какая-то идея сотрудничать с Якутией. Получается, это было предложение от вас. Да, да. «Дети белого солнца» — спектакль, который привезли в Петербург Национальный театр танца Якутии. И в Эрмитажном театре был показан этот спектакль. Я посмотрел и понял, что артисты, которые исполняют этот спектакль, сложнейший тоже материал хореографический, насыщенный спектакль, что мне эта труппа вот близка по духу, по хореографическому, по пластическому духу, и что я мог бы с ними сделать то, что у меня внутри зарождалось на тот момент, а зарождалось просто творческий посыл. Мне хотелось сделать свой спектакль. Потом мы встретились с руководством Национального театра танца. Я очень благодарен заведующей литературной части Вере Черноградской этого театра. Она нас свела с художественным руководителем, с директором. С ними мы пообщались на тему того, что мы можем предложить, что я как хореограф могу предложить им со своей стороны. Я думал, может быть, естественно, я перед встречей изучил репертуар Национального театра и
в этом театре шли совершенно разнообразные спектакли. Я предложил какие-то детские, там, «Снежную королеву», что-то. Художественный руководитель предложила мне подумать на национальную тему и сказала, что все-таки так как мы Национальный театр танца Якутии, сейчас хочется сделать спектакль с национальным уклоном. Мы стали искать общий какой-то знаменатель. И так родилась идея, практически вот в этот же разговор, где-то через час нашего общения, родилась идея связать наше время и, конечно же, вот эти традиционные какие-то этнические вещи. И сразу появилась у меня идея, что молодые люди где-то на природе сталкиваются с этими жителями Нижнего мира и с какими-то обитателями Верхнего мира. И все это заплетается в одну историю. И потом уже на протяжении года эта история просто рождалась в моей голове. Появлялись имена. Это очень увлекательный процесс. Мне вот сложно даже сказать, что я этот спектакль сочинял. У меня такое ощущение, что я его откуда-то достаю из какого-то космоса. Мне кажется, что он уже существует, мне просто его нужно достать и показать зрителю, потому что имена, они рождались в моей голове. Я с утра просыпался, и у меня в голове имя Аксаку Камюс. Ну, конечно, перед этим я читал легенды, и все это откладывалось в голове. Но вот как мозг это все перерабатывал и давал такую вот картинку, это очень увлекательный, интересный процесс. А что это? Это помочь распаковать эпос Халанхо, сделать доступным, понятным, да? Либо передать на языке тела, либо это ваш кейс, ну, вам нужно было для портфолио. Что это? Творчество — это такой внутренний позыв, который нужно воплотить, и ты понимаешь, что если ты не воплотишь, тебе просто будет тяжело в жизни. И вот на данный момент, вот год назад, я понимал, что я должен сделать что-то, что во мне вот зарождается. Это первый продукт в качестве режиссера? Такой большой проект, большой спектакль, двухактный, полноценный спектакль в моей жизни первый, да, какие-то номера я ставил, что-то, работал, естественно, с артистами, потом на протяжении всей своей жизни я участвовал в постановочном процессе наших спектаклей в моем театре Эйфмана. И конечно, я всю жизнь с этим взаимодействую. Забегая вперед, какой жизненный цикл вы видите, да, этого спектакля, как он будет развиваться, либо вы его будете дорабатывать? Не знаю насчет дорабатывания. Мне кажется, что я не захочу его дорабатывать. Ну, просто зная как-то себя. Когда-то я увлекался, писал стихи, и там, им уже по 20 лет, и когда я их читаю, я понимаю, что мне они нравятся вот такими, какими они есть. Да, они какие-то смешные, там, детские, 20 лет назад, это был другой человек, другой я, их писал. Но я понимаю, что эти стихи, они говорят о том человеке, каким я был тогда. Сейчас я могу написать другие, вот я не очень люблю перерабатывать что-то, доделывать что-то сделанное. Поэтому этот спектакль я хочу сделать таким вот, какой он сейчас будет. И, конечно же, мне хочется, чтобы большое будущее у этого спектакля было, чтобы он ездил и рассказывал о вашем регионе, о ваших действительно традициях, показывал ваш национальный театр танца, повышал уровень вашего региона, культурный уровень в глазах всего мира. Потому что для меня искусство, в данном случае я из искусства балета, да, но любое искусство, изобразительное, музыкальное, это созидательные вещи. Они нас объединяют, они нас должны двигать вперед. Поэтому, конечно же, весь мир должен объединяться вокруг искусства, и искусство должно объединять нас всех. Но искусство также передает и вшивает какую-то информацию, да, Да. рассказывает о чем-то. Да? Конечно. Что вы вложили в этот спектакль, какой посыл вы хотите донести до зрителя? В этом спектакле «Сетим» даже само название, мне предлагали другие названия, состоящие из нескольких слов, очень красивые. У этого спектакля есть второе название «Серебряная нить земли Аланхо», очень красиво. Но очень я красиво. Попросил оставить именно «Сетим». Для меня, насколько я понял, для якутского народа это слово не просто переводится каким-то русским аналогом, а оно включает в себя огромное количество понятий. То есть это связь, как вот мы ехали в такси, и таксист нам перевел так, что это рука в руке, да? Или что это было такое понятие, когда переплетали веревки,
и они становились одним канатом. Вот это и есть сетим. То есть очень много понятий в этом слове, и как раз оно подходит для того, что я хотел показать в спектакле. В спектакле показана история любви. Там даже есть дуэт, который называется «Зарождение любви». И вот на пике этого дуэта происходит трагедия. Предводитель Нижнего мира крадет девушку и хочет с помощью ее, как с помощью пятого элемента, превратив ее в алмаз, свое царство, значит, усилить и получить вот эту силу девушки, которая в ней таится. А юноша, который потерял любовь вот на пике, он только влюбился, да, и он обязан, у него нет другого выбора, превратиться в воина, отвоевать свою любовь, вернуться в свою деревню, в свой улус, там, неважно куда, со своей отвоеванной любовью. И в этом спектакле я хотел показать то, что мы должны отвоевывать ценные для нас вещи. Ну, конечно, любовь, семья — это самые ценные вещи, поэтому об этом спектакль. А если переложить вот эту сюжетную линию на вашу жизнь, вам тоже доводилось отвоевывать свое? Вообще, ну, вся жизнь у каждого человека, который не замыкается на свой быт, а который все-таки чуть шире своего быта смотрит на жизнь, он всегда превращается в воина, он всегда отвоевывает. И, конечно, мы все отвоевываем свои ценности. А что касается моей жизни, это вообще сплошное поле боя, потому что искусство балета — это сложнейшее искусство, требующее... Вот смотришь на артиста балета и думаешь, ну вот что вот он там телом что-то изображает, вот он физически отдается, да. Но потом он может прийти, лечь в ванну, отдохнуть. Но это не так. Артист балета, он поэтому и называется не просто танцовщик, он артист. Он должен думать головой и все время через мозг пропускать информацию в тело и уже телом передавать эту информацию зрителю. Поэтому для меня, конечно, весь мой жизненный путь творческий как артиста балета — это каждый день борьба с самим собой, со своим телом, со своим мозгом, который тоже хочет отдохнуть, а я ему даю информацию, которая непростая, потому что спектакли, в которых я участвовал, ну, сложнейшие темы. «Братья Карамазовы», «Жизнь Чайковского», Анна Каренина, в Каренина я исполнял там. То есть это сложнейшие темы, которые выхватывают из жизни сложные вопросы, на которые нужно самому искать ответы и предлагать зрителю найти эти ответы. Продолжая сказанное вами, мне очень понравилось в одном интервью, вы говорите о том, что в каждой постановке, беря вот эту свою роль, да, вы проживаете разные судьбы. Какая судьба была самой сложной и запомнилась вам? Да, в моем репертуаре было очень много ролей. Например, в «Карамазовых» я исполнял, как ни странно, сначала я исполнял отца Карамазовых, а потом Ивана. Вот. И самая сложная для меня партия была это Чайковский. Это сложнейшая история гениального человека, который всю жизнь страдал, всю жизнь боролся с самим собой и писал гениальную музыку, и не получал той отдачи от слушателей его музыки, которую он получил после смерти. Вот это всегда очень, конечно, обидно за большого художника, как за Ван Гога, вот за Чайковского, что они при жизни не получили того признания, которое должны были получить. И каждый раз, исполняя роль Чайковского на сцене, а это физически невероятно сложный спектакль, двухактный, первый акт 45 минут, я просто не ухожу со сцены, это постоянно сменяющиеся дуэты, монологи, вариации. Но физику можно, конечно же, и подтянуть, и как-то наработать. А вот душевное состояние, в которое я впадал каждый раз в этом спектакле, ну, это было очень тяжело, потому что звучит два акта музыки Чайковского, 6-я симфония, которая трагическая, патетическая его симфония. И вот вживаться в жизнь Чайковского было тяжело, и каждый раз это
была такая внутренняя трагедия. Умирал на сцене, возрождался, проживал жизнь, и в конце опять такой спектакль ретроспективный начинается с конца. А как быстро вас отпускают ваши роли, либо вы все-таки перетаскиваете и продолжаете проживать из-за сцены? Вот это очень опасно, и не дай бог включиться в такую историю. Многие артисты, и была такая Списивцева, балерина, которая не вышла из образа Жизели и попала в сумасшедший дом на 20 лет, там и закончила свои дни. Ну, это опасная история, конечно, сжиться со своим героем. Поэтому я старался, конечно, этого не допускать. Для меня подготовка к спектаклю был сложнейший период. Перед самим спектаклем мне было очень тяжело. Самое большое и тяжелое для меня было справиться с волнением. Вот. Но после спектакля я, конечно же, отключался. Все-таки это лирический герой, все-таки, конечно, эта история прожита на сцене, и с аплодисментами я уже переходил в свою жизнь. Мгм. Олег, вы учились классическому балету, но состоялись в театре Бориса Эйфмана. Да? Это совершенно другая хореография, это современный балет, это другая философия. Это, он же создатель собственного театра, да? Да. И считается одним из лучших хореографов. Как вы пришли туда? Почему? Да? Потому как я брала интервью у многих артистов балета и говорят, нет, современный балет — это не наше, потому что классическая история — это все, чему нас учили. И предать это Да. невозможно. Да. Я понимаю этих людей, которые так говорят, и значит, начну сначала. Я закончил Академию русского балета имени Вагановой. И отдельный предмет моей гордости — то, что я учился у племянницы Вагановой первые 3 года. Потом я учился дополнительные уроки брал у великой балерины Аллы Яковлевны Шелест. Потом Дудинская выпускала меня, мы с ней готовили адажу из балета «Жизель». Это такие мои предметы гордости, которые меня вдохновляют каждый раз, когда я о них вспоминаю. Хотя тогда, в детстве, конечно, я это не особо ценил, не очень понимал, зачем это все так тяжело. И у меня была мечта, конечно, потанцевать классику, пойти в классический театр, в Мариинский театр попасть. Естественно, из Академии Вагановской хочется попасть в Мариинский театр, в Большой театр. В Мариинский театр меня бы не взяли. Почему? Потому что это очень сложный конкурс, конечно, туда попадают самые лучшие классически одаренные дети. В общем-то, на тот момент я не представлял интереса для этого театра. Но классику потанцевать хотелось. И перед выпускным спектаклем, буквально на генеральной репетиции, я получил травму. И после этого уже не попал ни на какие просмотры в классический театр, куда можно было пойти. И все равно в моей голове был тот план, что классику я потанцевать хочу, но не больше 2 лет. И моя мечта была попасть в театр Эйфмана. Но она сбылась на 2 года быстрее. Классику я не потанцевал, но сразу попал в театр к Борису Яковлевичу. И почему это была моя мечта? Потому что мое пластическое, внутреннее, эмоциональное состояние, оно требовало выхода именно в таких спектаклях сюжетных, которые меня привлекали с детства, которые я смотрел и вдохновлялся этими спектаклями. И я понимал, что здесь я могу сказать что-то свое, здесь я могу раскрыться в полной мере. Классический спектакль меня бы не раскрыл. И я думаю, что за 300 лет уже в «Лебединое озеро» много кто станцевал «Жизель» и «Пахиту», уже все станцевали очень красиво и со своим видением, и будут продолжать танцевать еще прекрасно. Но у меня получился другой путь. Угу. Вы ни о чем не жалеете? Абсолютно нет. И каждый день я стараюсь прожить так, чтобы... Мне очень страшно представить такой момент, когда я буду сидеть и думать, вот я упустил это время, упустил эту возможность, а мог бы что-то сделать. И вот страх перед этим моментом мне не дает как-то опустить руки и просто плыть по течению. Каждый раз я себя, не сказать, что заставляю,
Но я себе говорю, что нужно сегодня сделать то, что кипит в душе, потому что потом будет обидно, что это не реализовалось. Как вы пробуждаете вот это чувство, чтобы кипело в душе? На самом деле, вот есть понятие вдохновения, муза, и это очень красивые понятия, но ничего это не работает без трудолюбия. Все, любое искусство — это огромный труд. Это, если хочешь написать стихотворение, это не то, что оно прилетело тебе в голову, ты его записал. Нужно сесть и заставить свой мозг кипеть, заставить свою душу переживать. Тогда рождаются два слова, за ними еще два, это уже строчка и так далее, и так далее. И так любое искусство. Кто-то рисует картину 25 лет, кто-то год ставит спектакль. Тут не важно, сколько времени ты потратишь на свое творчество, важен результат. Можно написать одну книгу, и она войдет в историю литературы и затронет все сердца, до которых дотянется. Мгм. Вы сейчас перешли уже в преподавательскую деятельность. Не выходите на сцену? Нет, один раз в этом году я выходил на сцену, но это был совершенно скучаете? незначительный случай. Очень скучаю, это очень сложный переход, это сложнейший период для артиста балета. Естественно, 20 лет мы трудимся в театре, живем там, выходим на сцену, до этого учимся 10 лет этому искусству. То есть отдана вся жизнь искусству выходить на сцену и передавать свои мысли пластикой тела. И потом, когда это все прекращается, для многих артистов балета это трагедия, с которой многие просто не справляются. Да. Спиваются, уходят в себя, не находят выхода, не могут понять, что им делать дальше. Я очень боялся этого. Вот 10 лет я проработал беззаботно, порхая по сцене в свои юношеские годы, а потом следующие 10 лет я боялся, вот каждый день я думал, что я буду делать дальше. Не находя ответа. И когда пришел этот момент, когда мне нужно уходить на пенсию и уже заканчивать с выходом на сцену, у меня такое ощущение, что вот этот мой личный переход, он произошел со всем миром. Вот, потому что буквально практически день в день, когда мне уже было сказано, что это твой последний спектакль, я должен был ехать в Нью-Йорк, у меня там было 2 спектакля, с оркестром мы давали «Русский Гамлет», и все, после этого это мои последние 2 спектакля. И вот когда мне это сказали, на следующий день была объявлена пандемия. И так получилось, что я с семьей уехал на дачу. Мы, естественно, испугался весь мир, никто не знал, что делать. Мы решили уехать из города. На даче ни отопления, ничего, было все-таки прохладно еще. Мы топили печку. И вот 2 месяца в таких не слишком цивилизованных условиях, и у меня такое ощущение, что мне весь мир помог переродиться. И из пандемии я уже вышел в качестве репетитора, педагога-репетитора. Для меня вот этот переход произошел таким интересным способом. Случилось нечто страшнее, чем завершение карьеры. Да, я понял, насколько все действительно относительно. Но я завершил карьеру. Тут весь мир завершил какие-то свои вещи, которые не успели начаться и не нашли продолжения из-за пандемии. Поэтому и этот психологический мне момент помог. И то, что я ушел артистом балета и вернулся уже через несколько месяцев, просто переродившись в другом качестве в театре. Ну и театр, конечно, я безумно благодарен тому, что не выкинул меня на улицу, а приютил и помог мне стать педагогом-репетитором. Все-таки это тоже труд, это не так просто пришел и стал репетировать. Это бессонные ночи, когда я сочинял уроки, давал уроки классического танца, что я не делал до этого никогда. Конечно, я занимался каждый день уроком, но одно дело что-то делать, а другое дело это давать другим. И, конечно, сочинять комбинации, слушать музыку и давать уже свои комбинации, все-таки у каждого педагога свои уроки классического танца. С этого я начал, а потом уже пошли репетиции, и постепенно я уже стал своих учеников выпускать на сцену. Мне очень понравилось то, что вы в одном интервью говорите о том, что человек, когда приходит в балет, не просто так заходит, и обретает себя. Его ведут под руки педагоги. Каким учителем, педагогом вы хотите запомниться в упах своих
учеников, Да, очень, подопечных? очень хочется остаться в голове моих учеников адекватным педагогом. Потому что У вас ну, было много неадекватных учителей? у меня были прекрасные педагоги, но я знаю, что могут попадаться и неадекватные, которых ты не понимаешь, которые тебя не понимают. И вот это обучение, вот этот творческий процесс превращается в мучение и в какой-то ад. Вот этого я боялся, когда сам танцевал, и я не хочу это давать своим ученикам, это мучение. Я хочу вместе с ними А в чем получать заключается ваша удовольствие. методика? Ну, моя основная методика в зале, вот как ни странно, это всегда успокоить. Потому что артист балета — это такое нервное создание, остро чувствующее, остро переживающее и все время мешающее себе, своему телу. Потому что вот в этом и есть сложность артиста балета — найти вот эту гармонию между своим внутренним переживанием и телом. Потому что одно дело переживать внутри героя там Анну Каренину, да, вот когда я с девушкой репетирую, например, вот она переживает, она мучается, там Вронский, здесь Каренин, а я снаружи ничего не вижу. Вот тело не передает. И вот найти эту гармонию, чтобы найти эту гармонию, мы сначала должны с этим учеником, с этой, например, девушкой успокоиться в зале. Сначала мы спокойно должны выучить пластический текст, потом найти мысль, которую мы этим пластическим текстом передаем, и потом это все соединить, опять не начиная нервничать, и тогда уже душа раскрывается, и идет танец, рассказывающий сюжет. Вы создаете особую атмосферу? Я стараюсь в зале, да, создать Да. эту атмосферу, ту атмосферу, в которой меня слушают, внимательно слушают, понимают, о чем я говорю, и первым делом делают то, что я говорю, а не дают волю своим нервам, переживаниям. Мгм. А как вы высвобождаетесь? Вы же всю жизнь, 20 с лишним лет, проявляли свои чувства танцами. А сейчас вы просто работаете с молодежью. А вы сами как вы высвобождаете сейчас? Ну вот я так понимаю, что вот этот огромный проект, к которому я пришел, это и есть вот мое освобождение. Потому что вот эти 2 месяца я просто ощущаю себя счастливым человеком. Это очень тяжело. Даже не передать словами, как у меня болели ноги, когда я начал показывать хореографию. Естественно, многие вещи приходилось показывать и в силу, и поддержки, и все. Тело мое не было к этому готово. Было очень больно, очень тяжело физически, но внутри я был счастлив от того, что я созидаю. От Вы того, обрели здесь счастье? Да, да, абсолютно. И я очень благодарен Театру национального танца, что мне дали эту возможность. Тоже в одном интервью вы говорите, что вы очень суеверный человек, что вы не любите загадывать вперед, да, говорить о планах, делиться. Как вы прошли вот этот путь 20-летний? У вас обереги, талисманы? Потому что я тоже многое читала, что за кулисами происходит. Да, у каждого свое, и некоторые просто обретают какой-то тик, начинают дергаться из-за того, что что-то они себе придумали, там какие-то моменты, и это им как бы помогает. Нет, никаких оберегов. Я вот уже говорил, что для меня самое тяжелое было справиться с волнением. И просто появились какие-то вот такие вещи, которые перед выходом на сцену я должен был каждый раз как какой-то вот обряд совершить, это прослушать определенный набор музыки, который меня успокаивал. До этого к этой музыке я пришел с аудиокниг. Очень мне помогали аудиокниги. Я просто отключался от своего волнения, слушал аудиокнигу и делал грим. Это обычно час перед спектаклем. Вот грим у меня занимал час. Я его сам всегда делал себе. И во время того, как я делал грим, я настраивался, а когда слушал в этот момент аудиокнигу, я отключался от своего волнения. И дальше я уже выходил на сцену. Была какая-то дыхательная у меня гимнастика, которую я тоже каждый раз проделывал перед спектаклем. Но это больше для физики, но и также для успокоения какого-то нервного. Ну и, конечно, такие моменты, что я старался не распространяться заранее о том, что я готовлю, какую партию, и это давало мне возможность сосредоточиться, даже больше такой
конструктивный момент, нежели чем суеверие. Но когда вот эти обряды входят в жизнь, конечно, потом начинаешь бояться, что если я не послушаю вот эту музыку перед спектаклем, пойдет что-то не так. И, конечно, это становится таким вот обрядом. Это уже установки. Ну, это установки, да. Олег, когда человек проходит определенный путь, да, наверняка вы тоже, отматывая ленту жизни назад, наверняка тоже 10 лет, да, либо станцевав какую-то партию, мы определяем для себя этапы жизни. На каком этапе вы сейчас находитесь и какие цели перед собой ставите? Я, честно говоря, никогда не думал, что я приду к этому. Я всегда мечтал, что когда-нибудь я попробую поставить балет. Получится у меня это, не получится, я не знал, я не понимал. Есть вещи в жизни, которые вот надо именно попробовать сделать, и тогда ты только поймешь, можешь ты этим заниматься или нет. И вот сейчас у меня в жизни такой переломный момент, конечно, что, как я сказал, я просто стал счастливым человеком, созидая и делая вот этот спектакль, который я весь до мелочах его видел в голове, включая свет, движение, слушая музыку, я видел этот спектакль в голове. И сейчас, когда я его вижу наяву, это какой-то вот какой-то волшебный сон, который воплотился в жизнь. И, конечно, это затягивает. И, конечно, хочется еще. И у меня уже в голове появляются новые спектакли, новые какие-то идеи. И хочется их, конечно, тоже воплотить в жизнь. Поэтому, может быть, это вот на вашей земле произошел такой вот старт для меня нового хореографа. Прекрасно. А что для вас важное тогда в жизни? Прямо сегодня и сейчас? Для меня очень важно, чтобы в моей семье было благополучие, чтобы мой сын сейчас с успехом закончил свое обучение, он заканчивает университет, чтобы мои родные и близкие были здоровы и счастливы, и чтобы вот это счастье я мог со своей стороны усиливать настолько, насколько могу. И для меня сейчас такой период, что сын вырос, и я могу как-то подумать о своих мечтах, которые я никогда не мог воплотить из-за нехватки времени или еще чего-то. Вот, например, в этом году у меня была всю жизнь мечта с детства. Еще с малых-малых лет я ездил к бабушке отдыхать каждое лето, и жила она на Дону, река Дон, Волга там, естественно, рядом. Все связано с водой. Но я никогда не имел дела с какой-то лодкой, с кораблем, а меня это все очень привлекало. В этом году я выучился на капитана маломерного судна. Здорово. Да, 3 месяца я учился, там 2000 вопросов, и сдал экзамен. И теперь у меня есть такая мечта вот все-таки добраться до своего какого-то кораблика и попробовать себя в этом, попутешествовать по воде. Олег, спасибо большое, что вы открыли вашу душу, распахнули перед нами. Мы, в свою очередь, очень рады слышать, что Якутия вас вдохновила, что вы обрели здесь именно душевное спокойствие, чувство счастья. И пусть ваш путь будет озарен, да, освещен вот этим светом чистым, да, которого у нас в Якутии очень много, попутного ветра, расправить паруса, да, и исполнить свои мечты. Спасибо вам огромное. И еще раз хочу сказать, что даже в вашем лице я просто поражен красотой ваших девушек, женщин. И я счастлив оказаться действительно в вашем крае и получить вот это вдохновение. И еще раз хочу сказать огромное спасибо Национальному театру танца за то, что дали эту возможность поставить спектакль. Спасибо.